А может ли общедомовая территория подвал стать чьей-то частной собственностью, а в несущих стенах быть пробиты и сиять дыры? Вы скажете, это сказка? Нет, это жестокая реальность, по крайней мере, так утверждают жильцы вот этого самого дома в городе Менделеевск. Вот уже целый год они пытаются отстоять свою правду, пишут в различные инстанции. Но пока сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать лишь четверостишием Пушкина. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. По почте мне прислали в субботу, что я сокращена. Так поступил работодатель. Видимо, это цена борьбы за справедливость, рассказывает нам Виолетта Тихонова. Мать двоих детей в этом году стала председателем домового комитета дома номер 6 по улице Тукая. Решила провести ревизию дома и навести порядок. По вскрывшимся нарушениям составила коллективное обращение. В администрацию сдаем заявление, и там всех посписочно, кто поставил подписи под этим заявлением, работодатели вызывали к себе на ковер, спрашивали, что вы за подписи собираете, что вас не устраивает, а может вам чем-то помочь, чтобы в администрацию не беспокоили. На встречу с жителями мы приехали вместе с активистами Общероссийского народного фронта. Они были здесь несколько недель назад, встречались с руководством исполкома. Ознакомились, посмотрели, изучили их проблемы жителей. Действительно, они подтвердились. Тогда в исполкоме обещали разобраться и помочь, но на собрании жители нас заверили, движения не видят. Главный вопрос на повестке дня – жильцы просят вернуть им подвал. Мидхат захватил наш подвал и превратил его в жилье свое. Порыв был холодной трубы, она ржавая уже была. И вместо того, чтобы за полдня сделать, 2 дня мне делали, потому что он закрыл, ушел, и его не было. Не было доступа. Нам повезло, дверь в подвал на этот раз оказалась не заперта. Все наши коммуникации, пожалуйста. Вот идемте посмотрим, какой он себе душ здесь сделал. Виолетта говорит, жильцы подвал в частную собственность не передавали. Собственники такого решения не принимали. Поговорите с нами, что вы уж убегаете? Ну подождите, Девушка, подождите. По дороге мы встречаем работника. Не исключено, что женщина, пытаясь что-то скрыть от нас, наглухо запирает дверь в комнату. Жильцы показывают нам врезанный в трубу кран и сложенные пиломатериалы. Появляется хозяин подвала. В 92 году дома здесь не было. Собрание проводить было не с кем. Тут была пустота. То есть, получается, на пустоту вам дали разрешение, а потом на этой пустоте появился дом? Нет, вы передергиваете. Мы получили разрешение, мы выступили с застройщиками. Ага. То есть вы этот дом строили? Нет, мы строили магазин. Ага, а как же подвал? У Мидхата Гафиатуллина своя правда. Подтверждающих документов на частную собственность мужчина нам предоставить не смог. Подвал чистый, ухоженный, отремонтированный, живности нет. Что тут плохого-то? О плохом Мидхат тактично умолчал. В подвале были баллоны все убрали. Газовые, да, баллоны? Лесопилку, это не лесопилка, там была пилорама, как считается, ее тоже убрали, все там освободили подвал. Все вывезено, работы в подвале прекращены. Проходило, значит, совещание с Народным фронтом. Решено, чтобы отсоединить его от теплосетей, отсоединить труб ГВС, ХВС, центральное отопление. Да, незаконно питался. Видимо, больше повлиять на Мидхата в исполкоме никак не могут. Там верят в подлинность предоставленного документа на собственность. Хотя это и противоречит нормам жилищного кодекса. Статья 36 жилищного кодекса, в которой прописано, что подвал, чердак, все относится к общедомовому имуществу, места общего пользования. Если протокол был какой-то, его быть не может. Это поддельный документ. То есть действительно нужно решать данный вопрос через суд. Жители просто боятся не успеть. По их словам, Мидхат выставил подвал и первый этаж, который он тоже считает своей собственностью, на продажу. Делали мы ремонт в квартире и обнаружили вот эти трещины. Михаил Чайников отмечает, трещин только в его квартире на торцевой стене 7. На кухне, в туалете, в ванной, в кладовке и спальне. Пробили в торце дверь, сейчас вот она парикмахерская там. Долбили как, там похоже, что ковалдами. Лилиана Закирова показывает нам ту самую дверь на первом этаже, от появления которой пострадали жильцы. Говорит, у жителей дома разрешения на установку не спросили. Ванная комната в ее квартире как раз находится над парикмахерской. У нее 4 маленьких детей. Ванная комната, естественно, стала холодная. На полы невозможно вставать. И за счет чего у нас образовалась по квартире плесень.
Самое удивительное нас ожидало с другой торцевой стороны дома. Уникальный случай для Татарстана. На отмостке между домом и детским центром Медхат построил туалет, расширил площадь массажного салона. Незаконную возвел постройку на нашей отмостке дома. Присвоил ей кадастровый номер. И вот у меня есть документ из Росреестра. Капитальный ремонт зайдет в дом, и будет в порядок, трещины все устранятся. А по поводу химторга, вот этого пристроя, до 15 сентября он нам даст или предоставит документы, или же будем сносить его, убирать. Интересно, почему в исполкоме с такой нежностью относятся к Медхату Гафиатуллину? Решили подождать аж 3 недели, пока он принесет документы, хотя живет неподалеку. А ведь уже есть решение Государственной жилищной инспекции Татарстана. А вот такой ответ жителям дал Сергей Крайнов. Цитата. «Выданы предписания на устранение нарушений в части незаконного переоборудования и перепланировки нежилого помещения, незаконного строительства кирпичного пристроя, а также приведения жилого дома в соответствии с проектной документацией и требованиями жилищного кодекса». И на десерт еще одна деталь. В ходе выездного мониторинга мы обратили внимание, что рядом с данным домом 2 детских сада, детский дом творчества, и в продуктовом магазине реализуют алкогольную продукцию, что запрещено законом. В этом самом доме, на 1-м этаже, в магазине, который принадлежит, правильно, Медхату Гафиатуллину. Да, удивительные дела происходят в Менделеевске. В Казани другая ситуация. Мы больше месяца терпели неудобства, вокруг делают дорогу. Пыль, шум, грохот. Но мы думали, потерпим, потому что и у нас делают. К сожалению, все дороги вокруг делают, а нас решили обойти. Стихийное собрание устроили жильцы дома номер 42 по улице Братьев Касимовых. Говорят, обидно, что про их двор забыли. Они не поймут, как такое получилось, ведь дорога у дома всего 20 метров. Написали в исполком, пришел ответ, цитата. «К сожалению, в связи с ограниченным финансированием включить все дворовые территории в программу капитального ремонта на 2018 год не представляется возможным». И в заключение, если с вами произошла необычная ситуация, ждем ваших звонков в редакцию. Мы обязательно продолжим рассказывать об очевидном и невероятном. Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней.